Хлебзеяку акырьяпсох телехопшцай рецахцует для рейзера халхраку рыску и шьяшу и эфирку. Здравствуйте, уважаемые телезрители! На канале Абхазского телевидения продолжаются дебаты кандидатов в депутаты парламента Республики Абхазия. И у нас в гостях кандидаты от Новоафонского избирательного округа номер 20. Здравствуйте, уважаемые кандидаты! Позвольте, я вас представлю лично. Итак, у нас в гостях Авицба Баталбей Шаурович, ветеран Отечественной войны народа Абхазии, кавалер ордена Леона, занимался частной предпринимательской деятельностью. С 2015 года избран председателем общественной организации Ассоциация рыбопромышленников Республики Абхазия. Пачулия Ахра Георгиевич, по специальности экономист, за участие в освобождении Кодорского ущелья награжден медалью за освобождение Кодора. Был депутатом Новоафонского городского собрания, депутат Народного собрания 5-го созыва. Смыр Натали Викторовна, по специальности экономист, с августа 2015 года по настоящее время является заведующей Новоафонского филиала Сбербанка Абхазии. С 2004 года по настоящее время неоднократно избиралась депутатом собрания Гудаутского района. Я вас еще раз приветствую, здравствуйте. И перед тем, как мы приступим к нашему общению, позвольте я ознакомлю вас быстренько с форматом нашей сегодняшней встречи. У каждого из вас, уважаемые кандидаты, вначале будет по 2 минуты приветственного слова, где вы можете рассказать о своей предвыборной программе, о себе и о том, почему решили баллотироваться в парламент. Далее мы перейдем к обсуждению актуальных тем, после чего у вас будет возможность задать вопросы друг другу. В случае вашего отказа вопросы будет задавать ведущий. И в завершении у вас будет возможность для заключительного слова, и для этого мы вам дадим еще по 1 минуте времени. Итак, с вашего позволения мы начнем. Авицба Баталбей Шаурович, ваши 2 минуты для приветствия. Добрый вечер, дорогие зрители. Сказать, что я подготовился на эти 2 минуты не могу, но хотелось бы обратиться ко всем избирателям с призывом обратить особое внимание на 12 число. Были бы рады видеть всех на своих избирательных округах. Граждане должны, я думаю, ответственно отнестись к этому числу ради того, чтобы мы строили планы на будущее и понимали, к чему мы будем стремиться. Благодарю всех за проделанные работы, которые ведутся во всех избирательных округах. И мое обращение в основном будет к нашему народу, как бы сейчас правильно выразить, консолидация общества, одной из главных наших задач всех кандидатов в депутаты. И будем это строить как основу нашего дальнейшей работы. Хлопзеяку псичаласа исферисто хлобреев, хатырску хажлар, акыра джаба азбаз. Доуси джаба куяпхе бзабани поларазу. Потое ксена хазку амя на акзарт анти чахкару. Хазиги хаушуала. Табуб дарадзе, зараяцество гисабумакяна, сеесу. И Табуб Дарадзе, Ахра Георгиевич, ваши 2 минуты, пожалуйста. Хлопзеяку хатырску аделихопшца, хлопзеяку хатырску алхвитша. Добрый вечер, уважаемые телезрители, уважаемые избиратели. Буквально через несколько дней перед нами стоит серьезная задача — выборы 6-го созыва депутатов Народного собрания. Это новый виток в развитии нашего государства. Мы все связываем с этим событием, с формированием нового состава 6-го созыва парламента, новой надежды. Желаю всем максимального осуществления всех надежд, связанных с избранием депутатов нового созыва. Спасибо. Большое спасибо. Натали Викторовна, пожалуйста. Дорогие друзья,
Дорогие сограждане, осталось совсем немного до дня, когда мы придем к избирательным участкам, чтобы выбрать депутатов парламента. В этот день мы не только осуществим свой гражданский долг, но в очередной раз мы увидим друг друга и ощутим себя одним народом, объединенным в важном государственном деле. Наш выбор определит, кто и каким образом будет развивать Абхазию в ближайшие 5 лет. Поэтому наш выбор должен быть взвешенным и ответственным. Надо сделать так, чтобы принимаемые депутатами в эти 5 лет законы позволили развиваться нашим семьям, нашим селам, городам, нашей Абхазии. Дорогие афонцы, жители села Псырцхенхуа, мы все любим наш Афон. Афон, ведь мы живем в чудесном месте, история которого – это история древней Абхазии, история наших святынь, государственных и наших достижений. Сегодня наш город – центр туризма и паломничества. И мы обязаны сделать так, чтобы он становился лучше и комфортнее, чтобы в новом Афоне каждый чувствовал себя так хорошо, как в родном доме. Как женщина и мать я постоянно беспокоюсь о том, чтобы вокруг было безопасно, комфортно, красиво и хорошо. Мне очень важно, чтобы мы не переживали за своих детей. Мне хочется, чтобы все дети нашего города, страны не были обделены вниманием и заботой, чтобы во всех семьях хватало средств для их развития. Всю свою трудовую деятельность я занимаюсь финансами и знаю, как тяжело формировать бюджет не только семьи, но и города, района, государства в целом. Жители Нового Афона доверяли мне представлять наш город в районном собрании. И там неоднократно приходилось использовать все свои знания и опыт во благо всех нас. Собрание сегодня вы доверили мне в очередной раз продемонстрировать готовность работать во имя каждого из нас, выдвигая кандидатов в депутаты Народного собрания парламента Республики Абхазия. Это большая ответственность, и я надеюсь, что не подведу вас и оправдаю ваши надежды. Нам предстоит большая работа. Нам нужно развивать экономику, обеспечить безопасность, учить детей, помогать самым старшим и самым молодым, принимать гостей, развивать свои села, города и страну. 12 марта у нас есть шанс выбрать. Ответственность, и самое главное, ответственность за выбор лежит на народе. Спасибо. Потому что мы в ответе за тех, кого избираем. Спасибо за внимание. Да, большое спасибо. Ваше время истекло. Спасибо. Мы переходим к следующей части нашей встречи, в которой я попрошу одного из вас подойти к урне, вытащить вопрос, и мы приступим к его обсуждению. Ну, тема репатриация, ну и, мне кажется, наиболее такой актуальный вопрос, это хотелось бы услышать ваше отношение к репатриации и как репатриация может повлиять на решение ряда внутригосударственных проблем. Баталбей Шаурович, пожалуйста. Репатриация – это такая тема, которая мне как бы известна изнутри. Я тесно общаюсь не первый год с нашими репатриантами. Так складывается по моей работе, по роду деятельности, что я езжу часто в Турецкую республику, и там мы общаемся с нашими братьями. Одной из самых больших фамилий, как вы понимаете, на турецкой стороне, это как бы мои однофамильцы. Тема репатриации в Абхазии, я считаю, что должна была бы быть гораздо выше, нежели сегодня она имеет место. Все эти работы, которые надо правильно проводить по репатриации, надо проводить совместно. Совместно с кем? С нашими братьями на той стороне. Сегодня они мало задействованы. У них есть так называемые дернеки. Но у нас ресурсы их задействовать внутри нашего общества есть, как вы думаете? Есть огромный ресурс на той стороне, да, за границей. Наших братьев мы должны сюда привлекать своим отношением к ним братским. Вы знаете, послевоенный промежуток времени не так хорошо мы к ним отнеслись в плане того, что многие отсюда уехали обратно в Турцию. Это, я считаю, одной из наших самых больших проблем. Ну, помимо братского отношения, какие-то социальные блага, какие-то более конкретные вещи сегодня наше государство в силах предоставить репатриантам для полноценного такого социального проживания?
Я хочу заметить, сегодня не возможности абхазской стороны предоставить им. Сегодня огромная возможность наших братьев, хорошие возможности предоставить нам. Вы имеете в виду диаспору? Конечно. Когда мы говорим о репатриантах, я думаю, мы в первую очередь должны ставить о наших братьях, которые живут на территории Турции. Вы знаете, это не только Турция, и в Германии живут, да, и в многих других странах сегодня абхазцы проживают, но в основном они имеют корни турецкие, ну, как бы оттуда переселившиеся. Все они наши братья. Я хочу заметить, что они несут свои фамилии, говорят на абхазском языке, и все традиции, которые у нас имеют место, они традиционно, правильно к этому всему подходят. Да. И потенциал наш именно 240-250 тысяч населения мы должны за короткий промежуток увеличить именно нашими братьями и их приездом сюда. Спасибо. Ахра Георгиевич, пожалуйста, выразите свою позицию по этому вопросу. Насколько репатриация будет эффективна, необходима ли она нам? Известно, что все мы знаем, вернее, что комитет был создан, комитет по репатриации был создан еще более 20 лет тому назад. За это время наше государство потратило немало средств на то, чтобы вернуть наших репатриантов максимально на родину. За это время нашим абхазским гражданством, значит, приобрели наше абхазское гражданство около 8 тысяч наших репатриантов, из них чуть более 3,5 тысяч проживают постоянно на территории Абхазии. А где остальные? Остальные все проживают там, в Турецкой Республике. На мой взгляд, процесс затянулся. Не то чтобы затянулся, он движется очень медленно. Мне кажется, что тут необходимо изменить некоторые подходы. Сейчас, в последнее время, очень часто говорят об этом сотрудники комитета по репатриации, о том, что необходимо было бы, было бы правильно вовлечь в этот процесс детей, то есть детей привозить сюда, в Абхазию, ознакомливать их со своей исторической родиной, показывать им наши достопримечательности, с нашей культурой в том виде, в котором мы ее носим сегодня, знакомить с нашими детьми. Этот процесс, на мой взгляд, не может быть таким, вернее, не может дать такой результат, которого мы ждем от этого. Конечно, нам всем хотелось бы, чтобы этот процесс двигался лучше, в том плане, что, значит... Вы имеете в виду под лучше, чтобы больше... более активно. Соотечественников возвращались. Возвращались, да, на историческую родину. Мой вопрос и заключается в том, что если это будет такое массовое возвращение наших соотечественников, сегодня наше государство готово предоставить рабочие места. Это я хочу дойти до этого. Жилье. Почему я подчеркиваю, что надо детей привлекать к этому? Все-таки вопрос адаптации их здесь у нас на родине, в Абхазии, вопрос сложный. Очень многие, которые пришли сюда, приехали, переселились, спустя некоторое время не смогли реализовать себя. И многие вынуждены были вернуться. То есть все-таки это люди, которые выросли в другой среде, в другом государстве, и им среди нас приходится тяжело. Поэтому молодых людей легче адаптировать. То есть этот процесс затяжной, его невозможно решить. Да, я тут понимаю, но все-таки вопрос остается открытым. Я имею в виду, мы адаптируем молодежь, а куда мы будем их устраивать на работы, а где мы их будем селить? Вот я всего лишь хочу понять сегодня... Это должна быть государственная программа. То есть для того, чтобы трудоустраивать и способствовать их адаптации здесь на месте, надо им сперва показать. То есть этот процесс надо изучать. То, что мы сегодня имеем, это то, чего мы добились. Результаты, я хочу вам сказать, что далеко не совсем успешные.
Спасибо, Наталья Викторовна. Мне показалось, или вы не согласны? Я немного не согласна, но я хочу сказать, да, это должна быть, конечно же, государственная программа по возврату наших братьев на историческую свою родину. Да, этот комитет существует уже более 20 лет, но вы знаете, вот таких больших результатов ощутимых мы сегодня не видим по репатриации. Почему? Конечно же, самым главным и самым важным на сегодняшний день это является адаптация их в наших условиях. Правда, им это очень сложно. Во-первых, это самая главная адаптация должна состоять, она состоит из экономической. Правильно? Мы должны предоставить им некие условия, возможности здесь себя адаптировать. То есть они должны интегрироваться в наше общество. Мы же понимаем, что их здесь уже несколько веков они не были на нашей земле. То есть это другая культура, это другой образ жизни, это другое понимание. Поэтому, конечно же, но для меня, вот как человека и как абхазский, живущий на этой земле, я, конечно, бы хотела бы... У нас стоит вопрос, мы очень малочисленный народ. Нам, конечно же, необходимо, чтобы сюда возвращались на свою исконную территорию наши братья из Сирии. Почему только из Турции? Сирия, это тоже, там такое большое количество наших братьев живет. Поэтому, но, опять же, сегодня в наших условиях, мы, откровенно говоря, у нас очень пока слабо развитое государство. Вот я думаю, что если мы сможем как-то более быть экономически независимы, более стабильны, я думаю, этот процесс будет, конечно, мы увидим более реальные результаты по возвращению наших братьев из Сирии. Ну вот, а как вы считаете, репатриантов селить лучше группами или вот, скажем так, нет? Я думаю, знаете как, мне кажется, что, конечно, вот я бы выразил так, кланово, да, вот, да. Конечно, у нас у нас земля, Абхазия сама по себе очень небольшое государство, маленькое, но у нас достаточно земли, чтобы их можно было здесь разместить, да, вот Ачимчирский район, и не обязательно Ачимчирский район, у нас есть земли, и вот, допустим, и в Будаутском районе, то есть это не вопрос, но их надо, конечно, чтобы они компактно проживали, потому что они привыкли, у них своя культура, свой, вот немножко мы по ментальности стали немножко расхожими с ними, понимаете? Поэтому вот мы как-то у нас более, да, вот они по религиозному своему, да, они мусульмане. У нас более смешанные, да, как-то вот в Абхазии живущие. Ну, а вот это не затянет процесс интеграции? Вы хотели выразить мнение свое? Да. Момент, Первое, то, что сегодня, когда мы говорим о рабочих местах, надо исходить из того, что реально происходит. Сегодня в Абхазии очень много рабочих мест предлагают именно репатрианты. Не то, что предлагают, много людей работают у них. Обрати внимание, то, что на самом деле происходит. И обратно обсуждается с Турслахом. Ариазара, Рагачра, Абснука, Рыргижра. Акыр амтыцит ежашуксе ехал репатриация ехеуса оиште. Уезы яцут убриёк. Харагашца, шхаш чурдыру. Харги лахкават хаш чушраку. Еха рызи гилкажна пснуку умцар холодзонун хара хагера хтик иудеюсу. Зны ягату и дырбату. Раш чурылы ей бабару, ей бадырру. Аджи Планархо Дынхар холод, дачидзе Чимчира район Дынхар холод. Уи тусы дырыртып курпшаот, ихынхашы, ихынцышы, ейчуркашы усква. Хара хакшур бзила шаабита гаши. Раб хиргу нацисша харахкноп ихоку, дырыркнагзу. Хара халачужатара анызквик, вайн ход хушнызквик. Ишпсу дырны, апсшахана, идзусто дара пшини же миллион ханхо, шпсува пшини же миллион ярдро. Бри и ходов рабхи иргулан и юку усуп хайбхизату. Бзила шаабита хаша хакшер, ара анызкюкзум, акыри рацина, хашца агарату, алшара хаму. А инкуги дарей дыргулот, и ханхаши гидарей рапшаот, Харыц хураруб, харыт гулуп, ешица, союза, сатынхацас, хапсу цасква дырырыла, ара амюб гарагалагар, усква кырадза ейхот хайсыпхизот, избанзер зигрей хайходыны хаму атызша, хара юши, иниже или юши, иниже бенызквик, апсназы дари мачу, харги хашмачу ахдырот,
Ехя ахучкара цуни вору паргота уялубзим хара хайцра шоколаша. Я аркячно хара патюк хшау ахинткарра когиртку хардырда хашца бра алхраку нуку яр холод. Акым жиркар пархагазим ехян сейт шопамёку арту. Картун пигиаоду баб распила урастун памёс зейчум газ. Уеза хамёку Артуру Хашцерз. И табу. Уважаемые кандидаты, если вам еще есть что сказать по этому вопросу, мы можем продолжить обсуждение этой темы, или я могу предложить вам возможность достать новую тему, и мы можем перейти к обсуждению. Пожалуйста, для этого я попрошу, да, уже по традиции кого-нибудь даст подойти. Тема здравоохранения, вопрос здравоохранения поднимался неоднократно, и все-таки хотелось бы услышать вашу позицию. Вообще, как вы оцениваете сегодняшний уровень здравоохранения в Абхазии, и каким вы видите решение, в смысле улучшения, сделать здравоохранение более эффективным пути решения? Наталья Викторовна, пожалуйста. Да. Спасибо. Вот вы знаете, вот я часто думаю о нашей, как бы в силу вот иногда работы, там, да, не приходится составлять бюджеты в районе. И вот основная часть бюджета, да, это у нас социальная направленность, это зарплаты медикам и учителям, да. И, конечно, зарплаты наших медиков и учителей, конечно, оставляют желать лучшего, но сейчас мы будем говорить больше о медицине. Сейчас как бы у нас вот есть некие проекты, да, вот обсуждаются, и здесь вот, я думаю, с этой трибуны много предлагалось, говорилось о том, что нужно закон о медицине написать там новый, как-то все. Вы знаете, вот ввести страховую медицину, да, сейчас как бы вот тенденция идет к страховой медицине. Ну, вот я опять же могу сказать, я просто даже уверена, что наличие страховой медицины абсолютно не улучшит ее качество. То есть, я не знаю, вот... Мы часто сталкиваемся, да, вот нам приходится в силу того, что болеем мы практически все иногда, или там дети наши, мы всегда, но уровня высокого медицинского обслуживания, хотя у нас много хороших врачей, у нас, так сказать, нет. Ну вот иногда, когда, да, происходит, вот, заболевают простые люди, приходится выезжать. Поэтому, если говорить о медицине, то это должно быть, опять же, мы достаточно часто, наверное, в последнее время это употребляем, это должен быть государственный подход. Конечно, это должно быть, мы должны направить, опять же, для того, чтобы довести до какого-то уровня нашу медицину, то мы должны, конечно, это все субсидировать. И я думаю так, чтобы у нас вот сейчас, вот посмотрите, студенты, которые поступают в российские вузы на медицинские факультеты, как правило, потом сюда мало кто хочет приезжать, и только единицы приезжают. Правда, у нас, опять же, с этой трибуны говорилось, что у нас есть медики, которые работают из-за границы. Но давайте создавать такие условия, чтобы наши студенты или наши врачи, наши специалисты, которые заканчивают вузы в России, приезжали сюда домой, чтобы у них был интерес, потому что, как правило, медики и опять же, врачи и учителя – это тот незащищенный слой населения, социально незащищенный слой, где вот очень сложно, понимаете, им работать, потому что мы очень жалуемся иногда на них, говорим, что там вот приходится платить, там будет платная медицина или бесплатная должна быть медицина, но если мы, как бы, опять же, если мы возьмем, конечно, она должна быть отчасти, какая-то часть должна быть платная, естественно, но что-то должно быть обязательно бесплатным, потому что, опять же, есть незащищенные слои населения нашего, которого надо обслуживать будет бесплатно. То есть это все надо рассматривать в комплексе, и это тоже должна быть, я думаю, на мой взгляд, должна быть государственная программа. Понятно. Баталбей Шаурович, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу? Может, у вас есть какой-то другое видение? Очень много у нас проблем, касаемые медицины. Ну, вот как их решить? Я считаю, что все вопросы, не только медицины, да, вот, а именно медицины, придут к деньгам, будем называть вещи своими именами. То есть мы должны обеспечить себя современным оборудованием, обеспечить наши больницы не только там республиканскую или... Сегодня у нас плачевная ситуация в Афонской больнице. Я как бы обращу внимание именно по Афону, потому что
встречаясь с избирателями, мы много говорим, нет возможности даже первую медицинскую помощь достойную оказать. Все это упирается в деньги. У нас есть, как вы правильно заметили, хорошие, достойные медики, которые могли бы здесь на уровне показать наше медицинское образование и вообще вылечить человека. Так как этот вопрос все-таки решается именно деньгами, нельзя не обратить внимание на то, что у нас есть хорошие специалисты, врачи, которые работают за границей. И только достойное оборудование в наших больницах может их привести сюда обратно, чтобы они могли сегодня проявить себя как хорошие медики. Ну а где брать эти деньги, откуда изыскивать финансы на субсидирование здравоохранения, на его финансирование? Вы знаете, у нас есть много чего, которое финансируется гораздо больше, при том, что оно имеет меньшую отдачу, нежели вот медицина, я считаю, что должна быть на первом плане. Сегодня у нас, если мы Афонскую больницу посмотрим, она была во время войны гораздо лучше, чем на данный момент. Да, вот. Эти финансы, понимаете, вот мы большие деньги тратим за границей. Я, можно, немножко не соглашусь? Вот, да, пожалуйста. Да, Ахра, буквально 2 слова, я буду лаконично. Но в Афонской больнице мы, поскольку я как бы участвую в этом, мы участвовали, да, она должна быть включена в план социально-экономической инвестпрограммы. То есть должна быть, я думаю, что на 2017 год ее не включили, но в 2018 год ее обязательно включат. То есть Афонскую больницу будут строить, это я уже точно знаю. Вот, но вы понимаете, все равно вот даже наличие медицинского учреждения, наличие, не говорит о том, что это снимаются проблемы медицины. Они не могут, у нас, мы же сделали республиканскую больницу, там хорошее, достойное оборудование, все, но проблемы, которые существуют и присущи медицине, они никуда не ушли, они никуда не делись. Ахра, я извиняюсь, пожалуйста. Да, проблема медицины действительно это уже кричащая проблема, над которой и 5-й созыв парламента очень долго и упорно обсуждал, в том числе и закон о здравоохранении. Здесь, конечно, необходимы какие-то, наверное, другие подходы. На мой взгляд, тот закон, который парламент принял 5-го созыва, он обязывает работодателя отправлять на повышение квалификации всех медработников. Это вот тоже надо, наверное, взять на заметку. Второе, наверное, все-таки более активно предлагать на более лучших условиях наших специалистов, которые работают за рубежом, для того, чтобы поднять качество медицинского обслуживания. Возвращались они. Ну, обязать, наверное, обязать тоже можно. Нельзя, но можно сделать площадку. Привлекательнее, да. Что касается, значит, бюджетного обеспечения, надо сказать, что на первом месте Минобороны у нас, а на втором месте Минздрав. Поэтому имеющиеся ресурсы, наверное, надо более рационально использовать в этом направлении, в том числе и вопроса, что касается приобретения медицинского современного оборудования. Третье, значит, у нас это еще и политическая проблема, так как очень многие наши граждане за медицинской помощью выезжают в сопредельное вражеское нам государство. И мы знаем, что огромное количество людей, побывавших там, приезжая сюда, восхищаются, значит, уровнем медицинского обслуживания. Это, как бы, можно сказать, несознательно, но бесплатные агитаторы в каком-то смысле, которые рекламируют там, да, там вражеское нам государство. То есть тут как бы для них это политика, и мы как бы в каком-то смысле под таким тоже влиянием. Ну вот Наталья Викторовна сказала, что вот медицинское страхование, по ее мнению, не совсем изменит сложившуюся абсолютно, ситуацию. Я думаю, не особо. А вот как, как считаете вы, вот это может повлиять на улучшение ситуации? Я считаю, что, безусловно, медицинское страхование оно может улучшить качество медицинского обслуживания, так как, несмотря на то, что да, там, это вот государство тратит немало денег на это, но, по всей видимости, этого недостаточно. Но у меня есть один вопрос такой, который
как бы не дает мне такой полной уверенности утверждать, что нам нужно медицинское страхование. Это все-таки мы сами внутри, наверное, нам тяжело будет создать, придется привлекать иностранную, значит, компанию страховую. Это все-таки, наверное, будет способствовать вымыванию денег из страны частично. И так у нас как бы... Категорически не согласна. Ну вот выразите Абсолютно свою не согласна. позицию, мы Я поняли, просто почему объясню, да, скажите, почему нет. Я объясню, что такое вообще медицинское страхование. Попрошу вас немного лаконичнее. Да, просто мне пришлось, я болела, и мне пришлось лечиться по медицинскому полису. Я хочу вам сказать, что это абсолютно не исключало внимания врачам. То есть это не решает проблемы, друзья, не решает проблемы. Но это, вот понимаете, это надо социальный статус должен врача повыситься до определенного уровня. Просто это должно быть, я не знаю, хорошие высокие оклады, специалисты должны быть хорошие. Ну, какой-то вот такой... Но парламент может повлиять на, скажем так, укрепление доверия со стороны, конечно, обычных граждан к медицине. Конечно, принятие законов, ведь парламент принимает и бюджет, и систему расходования средств на медицину. Все это можно через парламент, конечно, пролоббировать. Там просто уже, я думаю, это должны заниматься специалисты в этой области. И я думаю... Все-таки, наверное, доверие граждан к медицинскому персоналу и обслуживанию, в том числе, это, наверное, все-таки качество уровень качества обслуживания. Да, уровень, да. Поэтому для повышения, опять-таки, мы возвращаемся к тому, что как бы все-таки надо, конечно, безусловно, надо способствовать повышению заработной платы медицинскому персоналу и так далее, стимулировать их. И Клятва Гиппократа. Его никто тоже не отменял, да. Клятву не Гиппократа никто не отменял. Не закон, а именно это прежде всего. Большое спасибо, уважаемые кандидаты. У вас есть возможность задать вопросы друг другу. Это вопросы могут быть связаны и с программой вашего оппонента. Как вы смотрите на такую возможность? Согласитесь ли вы? Ну, не знаю. Вопросов нет, есть пожелания. Желаю вам успеха. Наступающим праздником. Я хочу сказать, что мои конкуренты меня поздравили с наступающим 8 марта. Я им благодарна. Спасибо большое. Специфика выборов по-абхазски налицо. Да. Но в таком случае вопрос есть у ведущего, и мне бы хотелось обсудить, на мой взгляд, не менее важную тему, чем здравоохранение. Это состояние нашей сегодняшней армии. Насколько я знаю, могу ошибаться, мы эту тему не затрагивали вообще вот за период дебатов. Хотелось бы спросить, как вы оцениваете сегодняшнее состояние нашей абхазской армии? Пожалуйста, Баталбей Шаурович. А потом уже перейдем к вашему видению. Такой вопрос. Я был до войны в армии. Я сегодня вижу нашу армию. Хотелось бы, конечно, чтобы ситуация у нас в армии, как бы среди срочных служащих и вообще в армии, в общем, ну, как бы, насколько не было бы хорошо, этого будет все равно мало. Сегодня мы, как бы, сложно тягаться с ведущими странами. У нас армия... На самом деле, на первом плане, в плане финансирования, наверное, да, как бы в первую очередь армия, а потом Минздрав. Ну, мне сложно сказать что-то об армии, потому что я больше гражданский, и было бы некорректно, например, какие-то недовольства выражать. Хотелось бы видеть в лучшем цвете сегодня армию, чем нежели она есть. Наталья Викторовна, вот вы говорили о том, что вы мать, вот да. Как мать, вот хотел бы вас спросить, насколько вы готовы... У меня, правда, 2 дочери, но, да, ну, все равно... Я скажу на эту тему. Вы знаете, вот меня, например, вот как женщину, да, как мать, меня немножко возмущает на сегодняшний день. Мы живем в такое время, когда у нас была такая война. Вот, наши ребята верх мужества проявили, да, это 92-93 год. Сегодняшняя молодежь, вот меня очень, конечно, вот это возмущает, что сегодняшние наши мальчики не хотят идти в армию. А ведь это, ну как, кто такой мужчина? Это защитник своего дома, в первую очередь, да, очага, родины. Вот как в той песне, с чего начинается родина, да?
обязаны наши ребята, они должны пройти школу жизни, должны пройти школу армии. Ну вот Меня качество это вот этой школы качество, жизни, как вы оцениваете? И я бы сказала, если как, от 1 до 5, наверное, 2 я бы поставила, потому что, честно говоря, все наши мальчики молодые, мало кто проходит армию, я не знаю, но в силу того, что мне не приходилось как бы с этим сталкиваться, но я хочу сказать, что благодаря тому, что мы подписаны, у нас большой такой рамочный договор с Российской Федерацией, она нас, границы наши охраняет, наши ребята вообще как-то потеряли желание служить, проходить военную армию, и меня немножко это возмущает. Я бы хотела, чтобы в этом вопросе наши мужчины и мальчики были гораздо более, к этому относились серьезнее. Вот спасибо. Я бы так. Ахрак Георгиевич, пожалуйста. Да, если позволите. Но мне хотелось бы уточнить, вот была ремарочка, что в армию вливается наибольшее количество финансов, вы подтвердили, но это приносит свои результаты, приносит свои плоды, и что нужно сделать для более эффективного развития армии? Это текущие расходы нашей армии. Как можно оценивать? Значит, я просто хочу сказать, что несмотря на то, что мы заключили с нашим главным стратегическим партнером Российской Федерации большой договор, в рамках которого Российская Федерация является нашим гарантом безопасности. Армия все-таки это гарант нашей безопасности, это можно сказать, не можно сказать так, оно и есть один из атрибутов государства, независимости нашей. Армия имеет большое значение даже как государственная идеология. Но численность военнослужащих напрямую зависит от рождаемости. Если так смотреть через призму прошлых лет, то мы знаем, что послевоенные годы такой активной рождаемости не было. Она была на спаде, поэтому сегодня численность военнослужащих, она очень незначительная. Но самая главная проблема даже не в этом. Вот Наталья Викторовна правильно подчеркнула, что у нашей молодежи нет такого стремления идти в армию. Я помню, в советское время такая была идеология. Мужчина должен, служить в армии. Законодательство как-то регулирует, контролирует, скажем так, откосивших от армии. Сегодняшнее законодательство точно так же, предполагает обязательное прохождение военной службы. Но в то же время мы знаем отдельные случаи, когда каждый молодой человек всячески пытается, как вы правильно заметили, откосить от армии. Тут нужна и необходима идеологическая работа. Качество нашей армии, если можно так выразиться, напрямую зависит от того, как наша молодежь, мужское население, достигшего определенного возраста, настроено. Понятно, но все-таки вопрос ко всем. Скажите, пожалуйста, как все-таки парламент может влиять на, скажем так, чтобы откосивших от армии было меньше, увиливающих от службы было меньше? Ведь это же законодательный и контролирующий при этом орган. Понятие правового нигилизма никто не отменял. Мне тут говорят, что время заканчивается, его все меньше. Законодательство ни в коем случае не поощряет. А наказывает ли? Не наказывает. Не наказывает. Самое страшное, что не наказывает. Я считаю, что, конечно. Мужчина должен понимать, что он должен отдать свой долг Родине. Пусть это 1 год, или 3 месяца, или 5 месяцев, я не знаю. Но он должен отдать. Это воспитает мужчину в каком-то в нем вырабатывает национальное самосознание, чувство гордости, в конце концов, умение разбирать автомат, собирать его. Это обязательно. Но в послевоенные годы у нас каждый молодой человек считает, что он спец по вооружению, и поэтому многие, даже молодые люди, говорят о том, что нет необходимости. Получается, нам не хватает какой-то идеологической, информационной Нет национальных приоритетов, вы понимаете? Нет национальной политики. И какую роль в этом может сыграть парламент? Вот лично, если меня спросить, то я считаю, что за последнее время у нас нет понятия, мы вообще как-то ударились в политические эти все передрязги, но при этом совсем забыли о нашей национальной идее. У нас нет национальной идеи, у нас, правда, нет идеологии. Я просто иногда, честно говоря, всегда, в последнее время особенно часто, читаю и смотрю Рамзана Кадырова. Вы посмотрите, как государство, у них была война пострашнее, да? Как пострашнее, нельзя говорить страшнее, но это была война. Там было разрушено все. И при этом, посмотрите, какая идеология, какое отношение.
вообще, я считаю, что каждый мальчик, они прям с детства воспитывают мальчиков мужчинами. То есть они, я не знаю, а у нас это почему-то совсем ушло, отсутствует напрочь. Поэтому это государство, парламент должен выстроить национальные приоритеты, что мы будем делать на первом этапе, на втором. И не просто это должно оставаться на бумаге, понимаете? Мы зафиксировали, вот поставили там как-то, и дальше вот, это никак не реализуется. Нет, это должна быть национальная стратегия нашего государства. Я так считаю. В парламенте это можно решить только с привлечением специалистов к диалогу, к обсуждению этой темы. Без специалистов гражданское лицо проблемы армии не может обсуждать, там, решать. Вот так должно быть. Специалист должен сказать и направить, я думаю. Если позволите, да, в рамках парламентских полномочий можно создать постоянно действующую рабочую группу, комиссию, которая будет отслеживать эти процессы. Но насколько это даст эффект, я не знаю. Но, тем не менее, можно взять под контроль определенные какие-то моменты. Да. Это, конечно, даст эффект. Да. К сожалению, мне сообщают о том, что время наше подходит к концу. Я обязан вам предоставить еще по 1 минуте для заключительного слова. Поэтому, Баталбей Шаурович, ваша 1 минута для заключительного слова, пожалуйста. И на русском я хотел бы поздравить всех наших женщин с наступающим 8 марта, чтобы вы чувствовали себя в развитой, достойной, хорошей, красивой республике. Будьте здоровы и счастливы. Спасибо всем. Спасибо. Ахра Георгиевич, пожалуйста. Уважаемые избиратели, выбор остается за вами. Это тот случай, когда вы напрямую можете влиять на процессы. Приходите 12 марта и делайте свой правильный выбор. Спасибо. Всех наших матерей, сестер поздравляю с наступающим Международным женским днем 8 марта. Спасибо, Наталья Викторовна. Я еще раз хочу поблагодарить наш народ за такое терпение. И правда хочу сказать, что ответственность за выбор, который она сделает, вернее, народ наш сделает, лежит и на нашем народе. Потому что выбор делает народ, значит, они выбирают тех, которые будут работать в дальнейшем. Я на самом деле также призываю прийти 12 числа на выборы и сделать этот выбор. Я своим оппонентам желаю удачи, как всегда. Пусть у нас у всех получится. Я думаю, каждый из нас стремится сделать что-то хорошее и доброе. Всем удачи, спасибо. Большое спасибо, уважаемые кандидаты. Я вынужден сообщить о том, что наша встреча завершилась. Большое вам спасибо, Наталья Викторовна. Я тоже присоединяюсь ко всем поздравлениям с предстоящим праздником. Всем удачи. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что сегодня в дебатах принимали участие кандидаты в депутаты парламента Республики Абхазия от Новоафонского избирательного округа номер 20. Не переключайтесь. Далее следующий раунд дебатов. Всего доброго.